Работать много или работать с умом? Экономить или транжирить? Действовать или ждать? Мы выбираем совместно. Каждую неделю в передаче «Альтернативы» на твоем канале. «Альтернативы» – широкий выбор идей для нормальной жизни. Здравствуйте, дорогие друзья! Это «Другие альтернативы». Данная передача подготовлена не профессиональными журналистами, а членами молодежных редакций двух местных телеканалов – БАС-ТВ города Басаробяска и АТВ города Камрад. Меня зовут Алина Топал. Тема сегодняшней передачи – «Что значит быть волонтером?» И не случайно. С 1 по 7 октября в Молдове пройдет Национальная неделя волонтерства. Передача будет в формате телемоста. Я хочу поприветствовать свою коллегу из Камрата. Лена, здравствуй! Здравствуйте, Алина! Вас приветствует камрадская студия телекомпании АТВ. Мы рады поприветствовать вас, наших дорогих телезрителей. И надеемся, что тема, которую мы сегодня обсудим, будет интересна и полезна нашим телезрителям и молодым волонтерам. Передаем вам слово. Давайте для начала разберемся в том, что же такое волонтерство. По сути, волонтерство – это деятельность, совершаемая добровольно на благо общества или отдельных социальных групп без расчета на вознаграждение. А чтобы нам всем было понятнее, в чем заключается смысл этой деятельности, давайте посмотрим небольшой видеоролик, который я нашла в интернете. В мире проживает 7 миллиардов людей. 600 миллионов из них – это добровольцы. Добровольцы работают 30 миллиардов часов ежегодно. Стоит задуматься о том, как эта работа влияет на нашу жизнь. Добровольцы ежедневно выражают инициативы, ведут за собой, проявляют заботу, защищают права, сохраняют окружающую среду. Они отдают свое время, свою энергию, свои знания. Добровольцы готовы к реализации социальных инициатив, добровольной помощи, профессиональному росту, передаче опыта, трансляции практик и знаний, социальному предпринимательству, гражданской ответственности. Добровольчество – важнейший ресурс современного гражданского общества. Теперь понятно, что синоним слова «волонтер» является «доброволец». Это движение быстро набрало популярность у нас в Молдове, и свои волонтеры у нас есть и в Басаробяске. В нашей студии сегодня есть люди, которые довольно активно занимаются этой деятельностью. Хочу вам их представить. Это Юлия Кадицы, председатель общественного объединения «Фидбэк». Здравствуйте. Светлана Гербали, волонтер также этой организации, и Максима Гаврущенко, также волонтер. Здравствуйте, я рада поприветствовать вас в нашей студии. Первый вопрос у меня к Юле. Пожалуй, всем будет интересно узнать, когда в Басаробяске появились волонтеры, кем они были и что вообще они делали на благо нашего города. Я могу сказать, что волонтеры появились у нас в 2012 году. То есть проект был М-лига. Это волонтеры клуба Юга Молдовы и Приднестровья, который был реализован проект ООО «Веста» города Камрад, который является Антонина Волкова. И до 2015 года мы были как клуба волонтеров. А уже потом начались такие, как реализация маленьких проектов, где было «Салут Басаробяска», и где в плане этого проекта мы создали команду клубов, команду волонтеров, где проводились тренинги, которые проводили для нас волонтеры Корпуса мира, это USAID, это в 2015 году. И в 2016 появился «Фидбэк». Максим, откуда ты узнала о волонтерстве и когда вообще ты начала этим заниматься? Уже как 2 года я являюсь членом организации «Фидбэк». Узнал я от друга, который немного больше меня ходит в эту организацию.
Он предложил мне зарегистрироваться, официально так сказать. И сказал то, что, возможно, тебе это будет интересно, и это очень полезно для саморазвития. А ты, Свет, откуда узнала о волонтерстве? Самый первый раз, когда я услышала вообще о волонтерстве, это мне рассказала моя подруга и предложила как бы пойти с ней вместе, то есть неофициально, просто посидеть, посмотреть, послушать, вдруг меня это заинтересует. Потом мне стало это слишком интересовать, я хотела помочь своему городу, и я зарегистрировалась официально около года назад. А до того, как ты начала этим заниматься, какие у тебя вообще были представления о волонтерстве? Что делает волонтер? Я думала, что волонтерство, именно в Бессарабке, что его нет, его вообще не было. Я вообще не знала, что в Бессарабке есть волонтеры, которые делают что-то на благо города, потому что каждый может говорить, что надо городу помочь, но не каждый помогает. И сейчас ты что думаешь? Сейчас я думаю, что не все люди, конечно, хотят помочь своему городу. Многие все-таки говорят, но нашлись люди, которые воплощают свои идеи и помогают нашему городу стать ему лучше, выйти на новый уровень. Отлично, по-моему, это замечательно просто. Юль, а в каких сейчас направлениях работают наши волонтеры? Наши волонтеры в основном, у нас центр социально-финансового развития, мы стараемся молодежь, так как сейчас все уезжают, и это очень плохо, мы стараемся как-то молодежь привлекать, помогать им находить какие-то способы самореализации, саморазвития, то есть можно своими усилиями как-то себя развивать, идти дальше, не уезжая из города. То есть больше мы стараемся им помогать, как можно создать свой проект или свою инициативу воплотить в реальность. В основном у нас направлено на развитие молодежи. То есть сейчас конкретно мы работаем на саморазвитие молодежи из Басарабяски? Да. Замечательно. К сожалению, на пространствах интернета нет точных данных о том, когда в Молдове появились первые волонтеры. Но радует то, что движение начало развиваться и желающих помочь обществу стало больше. Совершенно недавно, 24 сентября, по нашей стране прошла акция под названием «Хай Молдова». И как мне удалось узнать, этот проект является правопреемником аналогичных мероприятий, организованных добровольцами в 12 странах Европы, которые привлекли на данный момент более 1 300 000 человек. Басарабяские волонтеры не остались равнодушными и также приняли в этом участие. Давайте посмотрим небольшой сюжет, который подготовила наша молодежная редакция об этом. Кто, если не ты? Эта фраза знакома абсолютно всем, от мала до велика. Сегодня в рамках акции «Хай Молдова» люди по всей стране вышли на улицы своих городов, дабы очистить их от мусора. Волонтерская организация «Фидбэк» из Басарабяски не осталась в стороне и присоединилась к участникам данной акции. Организатором в нашем городе являюсь я и моя команда. Локации были выбраны 3. Одна на Фламинде, Курган, другая на станции, улица Ленина, парк. И третья в Романовке, за фишкой была территория. Я являюсь координатором локации в Романовке, возле офиса нашего.
Цель данной акции заключается в том, чтобы сделать город чище, чтобы избавиться от мусора, чтобы в городе работали не только власти, но и дети, волонтеры, жители города. Я решила стать волонтером, потому что это делает город лучше. Отсюда все уезжают, и город начинает пустовать. И не хотелось, чтобы город развивался дальше. Я решила стать волонтером, потому что мне это нравится, я чем-то занята, и мне нравится помогать своему городу. Для меня быть волонтером – это благое дело и очень интересно, потому что волонтерская жизнь – это непредсказуемая жизнь, и ты не знаешь, что будет завтра. Я являюсь координатором на локации по улице Гоголя, локация Курган. Когда мы пришли сюда, здесь было очень много листьев, мусора и стекла. Мы убрали эту локацию примерно за час, и сейчас мы будем загружать мусор. Для меня быть волонтером – это добровольно участвовать в разных мероприятиях, в уборках и помогать своему городу. Мы думали, что выйдет очень много людей, но вышло очень мало. Хотелось бы, чтобы в дальнейшие разы, когда будут устраиваться такие же акции, выходили очень много людей. Этот день прошел не зря. Территории всех 3 участков стали заметно чище. Осталось только вынести мусор и собрать орудия труда. Сегодня мы сделали пусть маленькое, но благое дело. Ведь правильно говорил Махатма Ганди: если хочешь изменить мир, начни с себя. Казалось бы, результат этой акции должен был порадовать и самих организаторов, и горожан, и местные власти, которые, кстати, обещали фидбэковцам помощь в вывозе мешков с мусором. Но даже спустя 2 недели мешки с мусором находятся на том же месте. Нам удалось получить комментарий примара по этому поводу. Внимание на экран. Было обращение со стороны детей наших волонтеров, а именно со стороны Кифарюка, о том, чтобы мы предоставили трактор для того, чтобы убрать мусор в мешках. Я, к большому моему сожалению, я беру на себя ответственность сказать о том, что мы их не вывезли в связи с сложившейся ситуацией на мусорном полигоне. Сегодня всю технику по моему запросу, вся техника была кинута на мусорный полигон. Мы хотим довести до конца всю уборку на мусорном полигоне, закончить, поставить шлагбаум человека для того, чтобы больше не был самовывоз и выкинутый мусор, который выкидывают люди где попало у нас по городу. Я обещаю, что на следующей неделе, как примарь города, будут вывезены все мешки. Юля, как вы думаете, можно ли верить этим обещаниям? Мы надеемся, что все будет выполнено, как и обещали. А вообще, какую поддержку оказывают местные власти волонтерам? Могу сказать, что местные власти всегда поддерживают, может, не во всех ситуациях, но в большинство, местные власти идут нам навстречу, и примария, и район всегда, если молодежь обращается. Хотелось бы, конечно, побольше, чтобы помощь была от них, то есть это предоставление какой-либо информации, которая нам нужна для молодежи или для реализации каких-либо проектов, потому что когда мало информации, проект может и не состояться, и очень тяжело.
Света, ты была координатором одной из локаций. Как ты думаешь, почему так мало людей откликнулись? То есть вы же призывали людей помочь вам в этот день? Ну, мне кажется, то, что не все, большинство не было заинтересовано в этом. Многим абсолютно все равно. То есть, если кто-то убрался, то хорошо, убрались, молодцы, типа, и все. Команду надо набирать из людей, которые заинтересованы в той или иной цели. Если человек не заинтересован в том, что он делает, то никогда никто не добьется своей цели. Максим, мы с тобой побывали на этой акции в качестве съемочной бригады, то есть мы были на всех 3 локациях. Как ты думаешь, где была команда более организованной или где работа была проделана, на твой взгляд, более организованно? Я считаю, что самая организованная команда была на Фламенде, на секторе Курган. Так как там, во-первых, помимо волонтеров пришли еще и люди, которым было, так скажем, не наплевать. Там, мне кажется, самые первые закончили именно Фламенде. Потом Романовка. Ну и самые последние, наверное, это были... Станция была, площадка, так как там было очень мало людей. Волонтеров, по-моему, примерно 5 человек. А в основном это были... Там, конечно, пришли поддержать, но это были дети. То есть заставить детей работать, то есть это очень сложно. Хорошо, спасибо. В сюжете прозвучали довольно интересные ответы о том, что для молодых людей из Басарабяски значит быть волонтером. Лена, хотелось бы спросить у гостей вашей студии, что для них значит быть волонтером. Спасибо, Алина. Мы внимательно слушали мнение ваших участников. Продолжим уже общаться с нашими участниками. Продолжим общаться на нашу тему волонтерства. Кто такие волонтеры и активна ли их деятельность у нас в Гагаузии. И для начала хочу представить гостей в нашей студии АТВ. Надежда Пеева, активист молодежной группы межэтнической солидарности, и Ливия Мустяца, координатор волонтерской неправительственной организации «Мирас Молдова». Здравствуйте. Прежде чем приступить к дискуссии, предлагаю телезрителям и нашим гостям посмотреть сюжет, подготовленный телекомпанией ТВ. В последнее время в мире возросла значимость такого явления, как волонтерство. Об этом феномене в Гагаузии стали говорить не так уж давно. В автономии много волонтеров, которые активно принимают участие в мероприятиях, социально значимых проектах и безвозмездно стараются улучшить нашу жизнь. Как им это удается, рассказывают студенты Камрадского педагогического колледжа имени Михаила Чекера. Прошлой весной 2018 года было предложение собрать волонтеров и в лицее имени Гайдаржи организовать день для людей с ограниченными возможностями. И я и еще пару моих друзей откликнулись на это мероприятие. Было очень здорово видеть счастливых детей, их лица. И то, что у нас в Гагаузии, у нас в Камрате проводятся такие мероприятия. Первые мои шаги в этом я начал делать в центре урбан-центре города Камрат. Там уже нас к этому как-то постепенно готовили, нас учили, как правильно взаимодействовать с людьми, как правильно себя вести в обществе. Как отмечают молодые люди, волонтерами становятся не из финансовых побуждений, а ради помощи другим и приобретения бесценного жизненного опыта. Спасибо, мне очень приятно, очень я радуюсь, что не забыли. Спасибо, дай Бог здоровья вам тоже все. Я живу одна. Насколько активна молодежь у нас в регионе, мы поинтересовались у вице-председателя организации гагаузской молодежи Андрея Щевель. Мы проводим различного рода акции в самых разных направлениях. Это и благотворительные, это и экологические, это и досуговые акции. Вот. Мы стараемся научить молодежь, наших членов организации, мы их не называем волонтерами, но в принципе к этому близко, то, что жить надо не только для себя, но и для других, и делать что-то полезное не только
для себя, но и для общества, в котором мы живем. Что значит волонтерство? Какие неправительственные организации действуют в регионе? Для чего нужны волонтеры? Об этом преподают ребятам на уроках. В частности, преподаватель Камрадского колледжа имени Чакира поделились с нами темами, которыми они обсуждают со студентами специальности социальный работник. Да, мы сегодня провели урок касаемо волонтерства. Мы говорили про некоммерческие организации общественные. Этот урок предусмотрен куррикулум, так как Республика Молдова на данный момент имеет такую тенденцию к распространению волонтерства. То есть программы принятые, которые пока еще становятся, но я надеюсь, что через несколько лет они все-таки окрепнут и действительно волонтерство примет уже государственный такой масштаб, характер. Одна из первых организаций, сотрудничающих с волонтерами, была «Мирас Молдова». Руководитель организации Ольга Чиюк рассказала, с чего начиналось волонтерство в автономии. Европейские волонтеры начали приезжать по проектам сюда, в Гагаузию. Они сначала приезжали через Кишинев, и потом этот сектор здесь, в Гагаузии, был абсолютно не развит. И ребята, европейцы, своим примером, своей работы, которые они здесь проводили здесь на месте, они мотивировали местных ребят становиться волонтерами, помогать в реализации их проектов, а потом молодежь нашей Гагаузии настолько заинтересовалась тем, что делают ребята здесь на месте в организации. В Камрате, в Кирсово мы делали проекты, в Чудерлунге мы делали проекты, в Кангазе у нас тоже был проект, что они сами захотели стать волонтерами. На сегодняшний день гагаузская молодежь стала более открыта. Каждый год молодежные волонтерские организации проводят информационные кампании в школах. Во всех цивилизованных странах волонтерскую работу считают неотъемлемой частью жизни любого гражданина. Все больше приобретает популярность безвозмездная помощь, становясь определенной модой для молодого поколения. Жить надо не только для себя, но и для других. Очень интересная фраза. Как вы считаете, насколько важна работа волонтера, насколько важно помогать людям, детям, людям с ограниченными возможностями, детям? Насколько важна волонтерская деятельность? Надежда? На мой взгляд, волонтерская деятельность очень важна, потому что сегодня ты помогаешь, завтра тебе помогают. Ты не знаешь, в какой ситуации ты окажешься завтра, и это своеобразный такой бумеранг. И получается, ты работаешь на благо общества, и рано или поздно и общество поможет тебе. На мой взгляд, так. Как говорится, все начинается с себя. И мне кажется, что это очень важно — помогать обществу, помогать людям. И как Надя сказала, что если ты помогаешь, ты тоже тебе будет помогать. И не знаю, для меня лично, когда я кому-то помогаю, я получаю удовольствие. И это можно сказать, что ты себе делаешь хорошо. Делаешь другим? Да, и одновременно и себе. Насколько развита волонтерская деятельность у нас в Гагаузии? Вот Ольга Чиюк рассказывала, что волонтерство у нас начиналось с того, что приезжали европейская молодежь, помогала людям, и наша молодежь это видела, и им стало интересно, и они тоже начали способствовать деятельности, волонтерской деятельности у нас в Гагаузии. Вы, как представитель «Мирас Молдова», расскажите о вашей организации, какую помощь вы оказываете? Наша организация работает с иностранными волонтерами. На данный момент у нас в организации 4 волонтера работают, и они с разных стран Европы, как Испания, Франция, Германия, Австрия. Ребята очень активные и очень много нам помогают со своими проектами. У нас в организации 2 проекта действуют. Первый называется «Репортер в Гагаузии». Волонтеры снимают репортажи про Гагаузию, про культуру. Они как-то пропагандируют, можно сказать, Гагаузию. И второй проект — это работа с инвалидами. Я думаю, что
Очень важная работа. Да, очень важная работа, да. Они нуждаются в эту помощь. И, конечно, наши волонтеры очень сильно помогают им. Они даже один из наших волонтеров, он даже специалист. Да, он работал с инвалидами во Франции и сейчас работает здесь, да, в Гагаузии. да. Волонтеры наши местные или 4 волонтера у вас европейские, молодежь? Или наши с Гагаузии ребята? Нет, наши волонтеры иностранцы. Они с Германии, с Франции, как я сказала, с Австрии, с Германии приезжают к нам. А как вы привлекаете волонтеров местных к вам в вашу организацию? Занимаетесь? У нас есть процедура. Мы как бы подаем заявку, и к нам поступает очень много желающих, но мы выбираем очень тщательно их. По каким критериям вы выбираете? Мы смотрим резюме. Если они как бы занимаются этим в своих странах. Еще и мотивационное письмо для нас важно. И поэтому мы еще и проводим скайп-митинг с ними. И мы вот таким образом мы выбираем наших волонтеров. Ваши европейские волонтеры обучаются русскому языку и у нас, да, то есть да. у вас специально, или вы на английском языке общаетесь? В общем, мы общаемся на английском, но они изучают и русский. Спасибо. В репортаже говорилось о грантах. Вот ваша организация, наверняка вы работаете с Европейским Союзом. Какие гранты вы уже получили, какие-то проекты реализованные, если у вас? Вообще, какую помощь оказывает Европейский Союз? Мы работаем по Erasmus, так что мы получаем финансирование для волонтеров. И, конечно же, иногда наши проекты, маленькие такие проекты, а так обычно мы получаем помощь от Европейского Союза только волонтеров. А как насчет помощи местных властей? Оказывается ли такая помощь? Как сказать, в основном вы работаете с Европейским Союзом, но мы еще и поддерживаем связь со школами, с разными организациями. Да, Спасибо. Надежда, вот расскажите нам, пожалуйста, с чего вы начали свою волонтерскую деятельность? Моя волонтерская деятельность началась около 10 лет назад. Я тогда являлась ученицей Камрадского педагогического колледжа, и по специальности я шла как социальный работник. А социальные работники волонтерства принимают участие, да, как видели из то есть репортажа. рядом пересекается, и поэтому я приняла решение стать волонтером. И первая организация, которая меня, скажем так, ввела в эту систему, это была молодежный клуб «Лига». И вот с этого началась моя вся деятельность. Прошло уже около 10 лет, но я также активна. И я участвую во многих неправительственных проектах. Я являюсь волонтером молодежной группы межэтнической солидарности. Вот расскажите про эту группу межэтнической солидарности. Я знаю, что летом вы проводили международную летнюю школу по правам меньшинств. Вот расскажите, пожалуйста, об этой школе. Кто участвовал? Скажите об этом. Это тоже довольно интересная история, потому что начну небольшую предысторию. У нас это уже вторая летняя школа. Первая летняя школа была в прошлом году, в Тараклии, тоже в конце августа. И вот тогда я была как участник. Я вообще не знала, что такое вообще права человека, и тем более, что такое меньшинство. Меньшинство — это этническое, религиозное, лингвистическое меньшинство в Республике Молдова. Это также и гагаузы, которые занимают определенный процент меньшинства в Республике Молдова. И когда я была на этой летней школе, я узнала всю необходимую
теоретических и практических знаний. И таким образом меня заинтересовала молодежная группа межэтнической солидарности. Я стала активистом, я начала помогать, участвовать в разных проектах. И это привело к тому, что в этом году, когда мы проводили международную летнюю школу, я помогала ее организовывать. Она проходила в конце августа, с 27 по 31 августа. Самые интересные моменты в том, что в международной летней школе участвовали участники как с Республики Молдова, так и с Украины. У нас были международные эксперты, которые рассказывали и вводили в систему прав меньшинств, рассказывали о том, что такое права человека, как их защищать на республиканском и международном уровне, вводили в систему ООН и учили защищать свои права. Вот что дает вам волонтерство? Ведь, насколько мы знаем, волонтерство это как бы бесплатная работа. Но вот должен же быть какой-то стимул, ведь волонтерство это трата энергии, времени. Вот что стимулирует вас заниматься волонтерством? Надежда. Вы как активист волонтер. Да. Хотела бы тоже прокомментировать вопрос, связанный с волонтерством, потому что все знают, что в европейских странах волонтерская деятельность оплачивается. Но у нас почему-то считают, что волонтерская деятельность должна быть на добровольных началах. Да, я с этим согласна, но при этом какой-то стимул тоже должен быть у волонтеров, поэтому в Республике Молдова приняли закон о том, что волонтерская деятельность может быть идти как стаж работы, только если он будет, конечно же, оформлен. Но только как бы официально. Да. Ливия, вот как вы стимулируете ваших волонтеров? Почему они приезжают в Гагаузию, почему они помогают? Как мы знаем, европейцы, они очень заинтересованы видеть вот такие страны, как Молдова, Украина. И им интересно, как здесь, как мы живем. Они, как правило, они очень активные. Они намного активнее, чем мы. И особо как бы не таких... Они просто сами по себе активные. Сами. Да. Я думаю, у нас много чему есть поучиться у европейской молодежи. Еще много работы в этой области. Давайте сейчас мы передадим слово Бессарабаске. Вам слово, Алина. Спасибо, Лена. Теперь мы знаем больше о волонтерстве в Камрате. Как известно, волонтерство – это движение международное, и зародилось оно не у нас. Хотя в каком-то смысле наши родители, бабушки и дедушки в советское время тоже были волонтерами, ведь пионеры творили добрые бескорыстные дела на благо обществу. Но сейчас давайте вернемся в наше время. Я хочу представить вам нового гостя нашей студии, точнее гостю. Ее зовут Лидия Гулнак, она волонтер Корпуса мира, которая приехала в Басарабяску совсем недавно. Лидия, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, вкратце о том, что такое Корпус мира или по-английски Peace Corps. Хорошо. Корпус мира – это организация в США, которая давает волонтеры, как я, новый опыт жизни в другие страны. Мы работаем в другие организации или в английские учителя или здоровый образ жизни, или как я, в non-profit organization, как Feedback. Неправительственные организации, как Feedback. А почему ты лично решила стать волонтером? Я всегда была очень интересована в жить в другой стране. Моя мама с Украины, и я хотела побыть ближе с моими родственниками. И я всегда очень думала, что это очень важная вещь стать волонтером и помогать людям. И вот я решила прийти в Молдове, чтобы получше учить русский и помогать людям здесь в Басарабяске. А почему именно Молдову выбрала, Басарабяску?
Ну, я так чуть-чуть могу на русском говорить, уже учусь еще на молдавском сейчас, ну, я vorbesc puțin limba română. И я хотела быть в Молдове, потому что я знаю, что я могу как-то помочь, и чтобы люди мне тоже помогли мне с русским языком и показать, как люди здесь живут. И какие у тебя первые впечатления о нашем городе и вот организации, с которой ты работаешь, Feedback? Ну, Feedback я очень уважаю и люблю вот эти люди, волонтеры, с кем я работаю, Юля, Павел, все вот эти дети, которые приходят и очень хотят помогать. Их город — это очень хорошая вещь, я очень уважаю их для вот это. И мне очень понравилось вот этот город, как они мне очень приятно встретили меня и всегда помогают меня, когда мне что-то надо найти и куда-то добраться, и чтобы получше говорить на русском тоже. Мне очень нравится здесь, в Бессарабяске. И сколько ты планируешь здесь находиться, и что ты вообще будешь делать? Я буду здесь 2 года. Я хочу работать, самое важное — это работать с Feedback, и чтобы город через 2 года станет лучше, красивше, и как-то помочь людям здесь. Я буду учить английский, проводить английские клубы в библиотеке и в организации Feedback, другие дети, которые хотят повысить их уровень на английском языке. И тоже с взрослыми, которые тоже хотят учить английский. И я буду работать с детьми с инклюзией в лицее Пушкина. Ну, это все как пока. Мы увидим через 2 года. Да, это такой план сейчас. Хорошо, надеюсь, у тебя все получится. Спасибо. На самом деле, Лидия не единственный волонтер Корпуса мира в районе Басарабяска. Твоя коллега Эрика взяла на себя тоже такую непростую задачу, как обучение или, скажем, повышение уровня разговорного английского у детей в селе Садаклия. Давайте познакомимся с ней поближе. My name is Haley Guy. I'm from America, from the state of Florida, and I am a Peace Corps volunteer. I came to Santa Clara to teach English and to help the people who live here. I will stay here for 2 years. Ai dori să serdești nivelul liceu? Da, pentru că englezul acum în orice stat, în orice oraș se cere această limbă. Da, desigur aș dori, deoarece nu sunt sigură pe tot ceea ce știu. Da, doresc foarte mult, pentru că limba engleză este predomină în orice țară și o cunoaște aproape oricine. Desigur că doresc, fiindcă engleza este o limbă mult întrebată acum peste tot. Da, aș dori să-mi ridic, deoarece nu cred că este destul de înalt. Students must know English nowadays because most people speak English around the world, and music is in English, there are books and movies all in English. În secolul 21 este important să cunoști limba engleză, deoarece ea este cea mai populară limbă și este importantă ca un tânăr să o știe, deoarece fără limba engleză nu merge nicăieri. Consider că e important să o cunoști, fiindcă în multe țări se vorbește limba engleză. Este importanță deoarece atunci când ne angajăm, este nevoie de a cunoaște mai multe limbi și pentru noi este o limbă de bază. Dacă cunoști limba engleză, poți vizita mai multe țări, chiar dacă nu cunoști alte limbi. Limba engleză devine ceva interesant pentru oameni.
Don't wake me up, just bake cake me up and get a whiff of these tasty Summer English Club starts the 11th of June, every Monday and Tuesday. I expect that club will be very fun. We're going to learn a lot of English and speak a lot of English and play games. on the shore, make you walk the plank. Skydive, overview. California, what a point of view. The weather, whatever, endure your endeavor. If you ride with me, baby. I think the best way to learn English is to listen to English music, read English books, watch TV shows, movies, and speak English. These palm trees, they sway, but each night and each day I'm California dreaming about you. Oh yeah. Hello, my friend. I am beautiful. Education is a process that changes the learner. Теперь я предоставляю слово студия ТВ. Лена, а у вас работают в городе волонтеры из других стран? Спасибо, Алина. Мы как бы обсуждали этот вопрос, но если можно еще раз, Ливия, вот расскажите, из каких стран вы говорили про волонтеров ваших? Конечно же, у нас есть иностранные волонтеры. У нас есть, в прошлом году, поскольку я знаю, были и Peace Corps Volunteers. Еще у нас в организации, как я сказала, с Франции, с Германии, с Австрии у нас есть, с Испании. И они активны. Они очень активны. Мы очень довольны. В начале нашей дискуссии говорилось о том, что с 1 по 7 октября по всей Республике Молдова пройдет Национальная неделя волонтерства. Национальная неделя волонтерства у нас также пройдет и в Гагаузии. Какие мероприятия предусматриваются, планируются? Будете ли вы принимать участие в этой неделе? Надежда. Да, конечно, мы планируем принимать в этом участие. В прошлом году в Камрадском педагогическом колледже был открыт дискуссионный клуб, в котором мы обсуждаем интересные для молодежи темы. И мы планируем проводить информационные кампании по привлечению, скажем так, активистов в наш дискуссионный клуб студенческий. Будем проводить дебаты по вопросам, которые интересуют молодежь. В том числе будем дискутировать по поводу того, что такое волонтерство в 21 веке. Конечно же, участвуем в эту неделю. У нас также будет проводиться информационная кампания в школах города Камрата. Мы будем обсуждать, как привлекать наших местных волонтеров, потому что нам в организации нужны местные волонтеры, вместе с нашими иностранными волонтерами. Они будут помогать. Но планируется масштабное проведение масштабных мероприятий, да? Да. Многие НГО наверняка будут принимать участие. Да. То есть все, наверное, в Гагаузии, так? Или кто по желанию, да? Кто желает, тот принимает участие в этом деле. Да. А как часто такие мероприятия проводятся? Вот, такие масштабные недели? Или это впервые Национальная неделя волонтерства проводится? Да, это впервые проводится. Надеюсь, что это будет хорошей традицией каждый год проводить и тем самым развивать волонтерскую деятельность в Республике Молдова и поднимать ее на более высокий уровень. Скажите, пожалуйста, вот в начале 2018 года говорилось о том, что запустят интернет-портал с информацией о всех неправительственных организациях и автономии из базы данных волонтерства. Вот действует ли этот сайт, владеете ли вы информацией? И вообще ваше мнение, важно ли будет создание этого сайта у нас? Как вы считаете, Ливия? Я считаю, что это очень важно, потому что люди должны быть информированы об этом. Люди должны знать о волонтерстве, должны быть активными. И если, как говорится, те люди, которые не информированы, они слабые. Вот информация это сила, я так считаю. Так что это будет очень полезная вещь.
На мой взгляд, такая база данных, скажем так, поможет не только консолидировать волонтеров, но и поможет другим неправительственным организациям находить себе партнеров и реализовывать совместные проекты во благо общества и решать на более высоком уровне какие-то проблемы, например, социального характера, общественного. То есть единство в многообразии, и чем больше, тем лучше. Вот с какого возраста можно стать волонтером? Вот расскажите нашим телезрителям, если у них вдруг загорелось сейчас желание стать волонтером, с какого возраста? Или есть какие-то ограничения, или их нет? Знаю только то, что если человеку нет еще 18 лет, он должен получить письменное разрешение от родителей, потому что он несовершеннолетний, и это такие вопросы, которые необходимо регулировать. А так нету каких-то возрастных ограничений, можно и в 60 лет стать волонтером, почему бы и нет. У нас есть организации, да, которые занимаются люди в возрасте, они ходят, помогают. Тоже нет ограничений в возрасте. Ливия, ваш комментарий? Хотите что-то дополнить? Тоже считаю, что нет ограничений. Я какими знаю качествами? один интересный случай. Где-то давно в Кабуле был один волонтер, женщина, волонтер Пескор. Ей было 70, так что, думаю, нет ограничений. А какими качествами должен обладать волонтер? Волонтер должен быть, во-первых, должен быть активным и заинтересованным. Это самое главное качество, которое должен обладать волонтер. Надежда, ваша жизнь. Какими качествами вы обладаете как волонтер и какими должен обладать волонтер? Ну, в моем понимании волонтер это, знаете, такой как солнышко, лучик света, который дарит свое тепло и свою заботу всем окружающим, и тем самым он помогает людям, а люди потом помогают ему, наверное, как бумеранг, по крайней мере, я на это надеюсь. Вот обучают волонтеров, знаю, английскому языку. Вот необходимо ли это для того, чтобы быть волонтером, знание языка английского? Это должно быть обязательно или это в процессе можно? Или обучают, есть какие-то тренинги, курсы? У нас в прошлом году был волонтер, девочка из Франции. Она не знала английский, вообще не знала. Но когда она приехала, вот постепенно она начала учить английский. Это, конечно же, приветствуется, но можно и учиться времени. Насколько на сегодняшний день перспективно быть волонтером вообще? Как вы считаете, Надежда? Довольно перспективно и довольно, знаете, выгодно, потому что когда ты волонтер, ты можешь посещать разного рода тренинги, мероприятия, участвовать в разных проектах. Тем самым ты обогащаешься как личность, ты становишься более развитым, потому что тренинги бывают на разные темы. Ты можешь посещать как республиканские тренинги и семинары, так и международные тренинги. Это вообще другой уровень, ты узнаешь другую культуру, другое мнение, другой взгляд на одну и ту же проблему. А какой у вас опыт, куда-то вы ездили? Да, например, я в этом году была в 3 странах. Это в Белоруссии, в Российской Федерации и в Эстонии, но больше всего мне запомнился Минск, потому что там, не знаю, такая сплоченная команда была, и связь до сих пор держится, и мы хотим реализовывать общие проекты, то есть это возможность молодежной группы межэтнической солидарности выйти на новый международный уровень. А международные тренинги, участвуйте, держите, все хорошо. Ливия, вы работали в качестве волонтера когда-нибудь? Да, я работала, да, есть опыт. У меня первая специальность — это социальный работник, ассистент, вернее. И когда вот училась в колледже, я была волонтером в разных центрах для детей, для слабых детей или для нуждающих, что я знакома с этим.
Спасибо. Теперь мы снова передаем слово нашим коллегам из БАС ТВ, а после продолжим нашу дискуссию. А на связи вновь Басарабяска. Юля, как вы считаете, что нужно сделать, чтобы привлечь больше волонтеров в эту работу? Я думаю, что наши волонтеры должны больше рассказывать о том, что в городе Басарабяска существует центр, наш фидбэк, наша организация, чем мы занимаемся, то есть сами мы не сможем привлечь, только с помощью наших волонтеров, которые на данный момент у нас есть. С какими инициативами придет молодежь, тем будем и заниматься. Как я уже объявила в начале, как сказала Лена, следующая неделя будет неделя волонтерства. Пожалуй, на вопрос мой следующий ответит Света, как активный волонтер. Какие у вас планируются мероприятия на следующую неделю? Ну, мы распределились, все волонтеры распределились на 3 группы. Может, в конце будет больше, может, меньше, это пока только мы планируем. Первая группа будет помогать семьям с плохим финансовым составляющим, которые в садик пойдут, раздадят детям вещи, помогут морально, поддержат. Вторая группа, мы станем в людных местах и будем менять сигарету на яблоко, то есть чтобы меньше курили, и как бы обмен такой не очень честный, но все же. И третья группа будет раздавать листовки с какой-то нужной информацией про защиту растений, защита животных, защита окружающей среды. Пока на данный момент только 3 у нас группы сформировались. Мы сегодня подробно обсудили тему, что значит быть волонтером. А в завершении передачи я хочу задать своим участникам такой вопрос. Как волонтерство меняет мир и как меняет тебя? Юля, ты первая. Как волонтерство меняет мир? Ну, я думаю, что волонтерство меняет мир к лучшему, так как когда ты делаешь что-то на волонтерской основе, то есть ты не ждешь что-то взамен. Ты делаешь от чистого сердца, от чистой души, от всего сердца, так можно сказать. И для меня волонтерство это, нужно сказать, какой-то новый шаг в жизни именно для молодежи в Бессарабке, потому что волонтерство это хорошо, это, можно сказать, и круто, потому что очень много возможностей, и двери открыты весь мир. Лидия, вы что же можете сказать? Я думаю, это волонтерство это дает тебе новый перспектив, как работа может менять мир, как работа может менять себя, и как работа это, как оно дает других, это лучшую жизнь. Я думаю, что волонтерство это, как Юлия говорила, это не ждать кого-то, чтобы они сделали что-то для тебя или для кого-то. Это делать что-то, потому что ты знаешь, это правильно, потому что ты знаешь, это хорошая вещь, и потому что ты хочешь сделать это хорошее для себя и для других. Максим, как волонтерство меняет тебя лично и как, по-твоему, волонтерство меняет мир? Ну, для меня лично волонтерство это, во-первых, в первую очередь опыт, потому что, во-первых, бесплатные тренинги или же помощь людям бескорыстно, это, мне кажется, здорово. Как волонтерство меняет мир, оно помогает не забыть такое слово, как бескорыстная помощь. Потому что сейчас все делают все ради своей выгоды. И мне кажется, что остались только единицы, которые что-то делают не в свою пользу. Света, ты? Для меня лично волонтерство – это коммуникация, это общение с разной возрастной категорией людьми, то есть ты общаешься с абсолютно разными людьми, у каждого человека разный характер, и каждому ищешь подход, чтобы добиться той или иной цели. Мне кажется, что
не для всех волонтерство это что-то значимое, потому что им это не надо, так как многие думают, что волонтерство это не нужно в нашем мире. Мне кажется, наоборот, волонтерство это одно из основных, что нам понадобится в дальнейшем, так как если пропадет волонтерство, каждый будет делать чисто в свою выгоду, и найти общую команду с общими интересами без какой-то своей выгоды вообще будет нереально. Подведя итог, хочу сказать, что волонтерами становятся не из финансовых побуждений, а ради помощи другим и ради того, чтобы сделать что-то хорошее в этом мире. Ведь волонтерство открывает много возможностей, и хочу, чтобы никто из вас эту возможность не упускал. Особенно пока вы молоды. Пришло время попрощаться. Я хочу поблагодарить участников сегодняшней передачи. Это Юлию Кадице, председатель организации «Фидбэк». Это Лидию Гулнак, волонтера Корпуса мира, Максима Гаврущенко, также волонтера «Фидбэк», и Свету, волонтера «Фидбэк». Еще я хочу поблагодарить своих коллег из Камрата за сотрудничество. И, Лена, как ты думаешь, как мы сегодня справились с тобой? Что мы справились отлично, но, конечно же, нас оценят наши телезрители. Вы задали хороший, позитивный финальный тон. Как волонтерство меняет мир человека? Как вы считаете? И как вы видите развитие волонтерства у нас в регионе? Надежда, можно сказать. Да, я бы хотела ответить на второй вопрос, что волонтерство это хорошо, и это развивается у нас в стране. У нас очень много активной молодежи, особенно в Гагаузии. И эту активную молодежь нужно чем-то еще мотивировать. Почему бы не делать, например, какие-то особые условия при поступлении в университет, если у тебя там есть, например, определенное количество посещений тренингов, или ты являешься волонтером каких-либо организаций. То есть какая-то мотивация должна быть, какая-то отдача. Потому что когда ты отдаешь, ты хочешь что-то принимать в ответ. Да, конечно, волонтерская деятельность — это хорошая возможность повысить свои личностные качества и общаться с разной категорией людей, но все же отдача нужна и с другой стороны. Спасибо. Как меняет волонтерство мир? Конечно же, к лучшему. Объединяет нас быть добрее, лучше, быть активными, развиваться, быть заинтересованными. И как у нас в Молдове это развито, мне кажется, что нам есть еще. Но я очень оптимистична, так что желаю, чтобы все мы, чтобы это было как что-то должное, что мы, если потому что какой-то определенный долг перед обществом, перед людьми. Да. Работать во благо общества это очень хороший дело. Мы постарались в нашей передаче обсудить разные аспекты темы волонтерства. Хочется, конечно, чтобы больше молодежь Гагаузии и Молдовы принимала участие в различных мероприятиях, помогала обществу, помогала людям. Я благодарю наших участников за интересную беседу. Напомню, что у нас в студии АТВ сегодня были Надежда Пеева, активист молодежной платформы межэтнической солидарности, и Ливия Мустяца, координатор волонтерской неправительственной организации «Мирес Молдова». Этот телемост мы провели совместно с студией ВАЗ-ТВ из города Бессарабяска. До новых встреч! Работать много или работать с умом? Экономить или транжирить? Действовать или ждать? Мы выбираем совместно. Каждую неделю в передаче «Альтернативы» на твоем канале.
Альтернативы. Широкий выбор идей для нормальной жизни.